Фотографии этих машин некоторое время назад буквально облетели все СМИ и соцсети республики. Их назвали кладбищем автобусов. Оказалось, что несколько лет назад эти автобусы закупили для пассажирских перевозок, но достаточно быстро они сломались. Некачественными оказались двигатели. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил разобраться во всей этой истории. В июле 2021 года вот такой результат. Они пробежали, Ради Фаридович, где-то за 250-300. Это за год, за два или, да? Нет, 2-3 и 4 есть. И даже сегодня... А ресурс какой у них? Миллион? Нет, ресурс 500 завод, да. Ну и есть данные автобусы еще, они эксплуатируются, но эти вышедшие из строя. Сейчас мы продемонстрируем. Как я вам докладывал, сегодня мы 30 единиц вам докладываем, показываем. И, как вы уже сказали, с сегодняшнего дня водители готовы, едем на маршрут. То есть отсюда сразу на маршрут, да, посмотрим, один автобус, вот прямо это самое. Как смогли, сделали, все в соответствие привели, под всем требованиям безопасности. Пассажир в первую очередь не забываем, чтобы было чисто, аккуратненько. Ну, не говоря уже, не только двигатель, с носа начинаем и до конца полностью они через сервисный центр прошли. Для этого, как я вам ранее докладывал, у нас приезжала в 2019 году, нам пандемия только помешала, границы закрылись. Специалисты именно завода для обучения наших сотрудников, коллег с этого сервисного центра. И мы получили одобрение, обучение получили. Они уехали неделю здесь пробыли. Далее наши сотрудники обучили УПАП-1, УПАП-3 и даже Сартамак. И у нас получилось 4 площадки для качественного и быстрейшего сбора данных автобусов. И вот остатки поступать будут. В этом проекте у нас, Ради Фаритович, 79 единиц. Вот, 30 сейчас уходит, 15 за это лето. И мы осенью и зимой будем продолжать этот проект. Добрый день, дорогие друзья. Я еще вот с большим удовольствием сегодня приехал к вам. У нас такое приятное, я считаю, событие. Вот эти автобусы. 2-3 года они стояли законсервированные. Мы все-таки их запустили, установили новые двигатели. Сейчас они побегут по городу. У них есть еще, ну, как минимум 50% ресурса. Все это вот на благо того, чтобы нам хорошо обслуживать наших жителей Уфы. Но при этом я хочу сказать, уважаемые коллеги, что мы не перестаем пополнять вашу базу. Вы знаете, что мы делаем сейчас еще одну большую закупку, покупаем автобусы большого класса, среднего класса. Поэтому я сегодня первый хотел вас с этим небольшим таким событием поздравить. Ну и вас, конечно, хотел всех, уважаемые коллеги, поблагодарить. Поблагодарить. Лето, жара, возите, становится и меньше жалоб, и качественное обслуживание, и время непростое, связанное с коронавирусом, эти все ограничения. Все переживем, все поправим, все будет хорошо. Поэтому я от души вас всех благодарю. Спасибо вам за ваш труд. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги, предлагаю вручить государственные награды. Указом главы Республики Башкортостан за профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и высокие трудовые достижения медалью за трудовую доблесть награждаются Ахмаев Ильдар Аслямович, моторист Уфимского автотранспортного предприятия номер 8. Медалью за трудовую доблесть награждается Масальский Николай Николаевич, моторист Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия номер 1. А вот давайте вот так вот сюда ставим. Спасибо, Николай. Награждается Самигулин Франц Фатхасламович, слесарь по ремонту автомобилей Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия номер 3. Вот это новый движок, да? Да, да. Вот он совершенно новый, прямо с завода. Они идут адаптированно. Если обратить внимание на швы и так далее, я вам докладывал, китайцы приезжали. То есть даже крепление, даже система охлаждения, все по-другому. Вот они, инженеры, составили проект под наш автобус. И они уже адаптированные к нам идут. То есть нас обучили, как их устанавливать. И удачно мы сейчас у нас это. Вот предлагает автобус и салон все посмотреть. Вот этот автобус 15-го года выпуска.
Вот. Все, почистили. Так точно. Сиденье, вот рваное, все поменяли. Где, то есть это тоже сделали, да? Конечно. Все. Даже ручки, вот мелочь, но приятно. Вот это наше изобретение. Вот это материал отдельно закупили и затянули. Я не фазу предложу, это очень удобно, не скользко, да. Ничего не меняли, конструктив. Вот не он ставили. сколько, еще года 2-3 побега? Нет, Больше? Ради Фарид, больше. 5 лет мы это. А вот эти вот даймлеровские движки, они не пошли, да, Нет. получается? Почему она так Он получилась? в 2 раза дороже же. 2,5. А это 1 250 000. А это 2 250 000. Ради Фаридович, вот у них договор был в эти годы, я в УПАП-1 тогда работал. Я говорю, почему вот такой получился? У них, получается, за взаимозачетом поступили вот эта партия от Мерседеса, и они как-то вот в эту партию поставили эти двигатели. Кстати, они и у нас стоят, И и, она- набережные Вот, Челны сейчас, тоже стояли. вот эти 32 сейчас убегают, да, получается? 30. А остальные? Остальные, Еще 50 есть, да? вот до учебного года остальные 45. Ну, я думаю, наверное, июль, август, середина, 15 точно гарантию даю, уйдут. Самое главное, чтобы до нас дошли, вот с границы 15. И мы 45. А потом дальше мы продолжаем, Ради Фаридович. По деньгам мы будем смотреть. Вот мы потратили 52-55 миллионов. С расходниками имею в виду. Все равно мы что-то докупили там, чтобы вот это все сделать. Кроме двигателя. Ходовку, диагностику, все надо проводить. 79, как мы в проект запланировали, те, которые вот эти, из этой партии, мы их сделаем. До конца года? До пиком продлим, так точно. До конца года, Да. получается. Вот А они поэтому- на какой маршрут вот сейчас пойдет? Это УПАП-1. Булат, УПАП-1, да? 74-й. Каждый день пишут. Я сейчас продемонстрирую там ТО, да? На 74-м у нас действительно дизельные автобусы, Ради Фаридович. Самый новый дизельный автобус 2014 года. Можете себе представить. А остальные 9-8 года. Вот. Население, ну, где-то, да, справедливо. Ну, старые почему на наш маршрут? Они же ревностно А относятся. 74 он куда ходит? Нижегородка, который мы продлили, Сергей Николаевич в курсе, он ездил до ЖД, до Дзержинского, Нижегородка и куда? да, и до ВАЗа. Он такой хороший маршрут. Да, большой. И люди попросили, вот с администрацией мы отработали, мы его с Дзержинского продлили Нижегородку. По Нихаеву он полностью кольцо дает по деревне Нижегородка. Ну, не деревня, в смысле, район Ленинский, Нижегородку. С Котовым тоже мы с главой общаемся на эту тему. Нижегородка, сняли вопрос по Нижегородке, жалоб нет. Вот он заправляется за сколько времени? Один газовый автобус заправляется 12-15 минут. А, так быстро. Это вот, да, это на стационарной заправке. Есть? Заправки хватает на Пока, на смену пока, хватает. пока, да. Ради Фаридович, что еще хочу доложить? Восстанавливая эти автобусы, мы добиваемся дополнительно почти до 10 миллионов кубов в год. Потребность этих автобусов 45. А если мы 79 сделаем, да, это еще. И Рафик Рамазанович совещание проводил, я там докладывал, и «Газпром» подтвердил. Мы самый крупный потребитель. 10 миллионов тонн в год по Башкирии, даже больше, чем в Татарии предприятие. Мы заправляемся, «Газпром» благодарен нам. И Да, ну, вы сейчас покупаете газомоторку. То есть еще объемы увеличатся. Это отлично. Да, Вы купили. да, да, да. Решите уж 5 минут, ну, сервисный центр показать. пойдем. Да, да. Вроде здоров. Да, это инспектора. Спасибо. А дайте руки, вот я немножко это. Антиковидные. 256 инспекторов у нас по предприятию, Ради Фаридович. А вакцинация как идет? Вакцинация у нас сегодня 37%. Хорошо идет. Ради Фаридович, 3 рейса в день. Наконец-то у нас туризмом пошла работа. Договор есть, все есть. Всё, платят немножко, начали? Мы не зарабатываем. Ну, я понимаю, Мы но обслуживаем на содержание только хватает? зарплаты. Зарплата водителя, госэмита. А то, что они имеют, это нас не интересует. То есть заработала. Заработал. Госкомитет, нормально все у нас. Директор предприятия Каримов, Ильшат Альфирович, то есть здесь директор. Дальше, значит, что хочу доложить. Вот видные автобусы. Вот, Ради Фаридович, как уже Шафикова докладывала, фольклориада полным ходом пошла. Значит, у нас да, уже понедельник. Сегодня уже, по-моему, встречаете, нет? Мы с понедельника возим, Ради Фаридович. с понедельника уже Все делегации, значит, москвичи, вообще российские делегации, все уже приезжают. Сегодня мы уже 17 делегаций иностранных встретили. То есть сегодня у меня зам уже, да, здесь центральная диспетчерская у нас. Все автобусы сконцентрированы здесь, 54 автобуса. Далее, вот этот фольклориада сегодня уезжает
в Сибай. То есть со уже всех, увозят. да, мы покрасили, вот все сделали, Ради Фаритович. Здорово. То есть я как это, вот от и до, и ходовка, и двигатель, и это. Здравствуйте. Здравствуйте. Ради Фаритович, вот я специально один автобус здесь оставил, вот продемонстрировать. Вот, а вот вентилятор. Система охлаждения осталась. Ребята, добрый день. Внимание, Ради Фаритович. Вот. Вот награду получили, уже заработал. Вот он получил. То есть золотые руки, ребята. Вот только награду получил, я смотрю. Он. Вот сейчас система охлаждения, адаптация коробки, да? Ишат Альфирович, если я что-то не так, поправьте. Все правильно. Вы же вот 1 или 2 сделали, прогнали, да? Да, прогнали. Ну, нормально, да? Нареканий нет, ничего, вообще да? вопросов. С 2019 года 1,5 года на самом загруженном 51-м маршруте. Нареканий вообще нет. Сейчас проводим диагностику и алга. Все, Алла Верса. А вот водители что говорят? Тяга не меняется, то есть все нормально, Всё, да? И очень, тяги хватает, да? Очень хорошо. Ради Фаридович, на 30 лошадок мощнее, чем тот мерседесский. даже так, да? Могу справку. 30 лошадок больше, чем тот Мерседес. Я вот Экономичный специально тоже. статистику, Экономичный да. тоже, да. Да. А так научились вот техобслуживание делать все-таки Вообще, на газе работающие? в разы дешевле, чем до этого вот Daimler обслуживали, да. Вообще очень хороший двигатель. Просто там неудачный двигатель получился. Нет, еще ни разу не было, вот сейчас столько. Нет, я имею в виду Daimler, неудачный. Да, получился. Daimler, к сожалению, да. Спасибо. Далее хотел доложить, у нас школьные перевозки, Ради Фаридович, мы особое внимание обращаем до школьных автобусов среднего класса, малого класса, проводятся там. А эти заехали на текущий ремонт, это уедет в Сибай. И вот, Ради Фаритович, все мы сами делаем. Вот наш работник заклеил, с коллегами, окно, это уедет в Сартамак, тоже фольклориада. А вот это красное, Нефтекамск. Вот сегодня, видите, окна нету, лобового стекла. Сегодня устанавливаем, клеим. Вот. Он сутки должен, вот вчера его заклеили, он сутки высох. Вот сейчас снимает, он уедет. Сегодня это клеит, завтра уезжает. То есть к 1 числу у нас это последний автобус. Стекла для них где? Закупаете? Закупаем, да? Да. По аукциону закупаем, да. Поэтому, да, вот эти сферички, они дорогие. На фольклориаду мы даже все трещины, все поменяли. Это Стартамак. Дальше хотел зоны ТО показать. А это вот запланированный ТО проводится на нашей рабочей лошадке. К ним вопросов нету, да? Нет Нет. вопросов. Это лиазы. То есть лиазы только в Уфе работают. Никуда не передавали. Обратите внимание, ИКОИЛ. Мы самый большой потребитель. Но вы не 19 берите в миллионов. ущерб, только себе не берите. Нет. Уже объем такой набрали, да, на 19 миллионов. И, естественно, Роснефть. Мы только отечественные, как вы поручили, работаем по... Здесь у нас малярка, туда-сюда, все, заходить не будем. Вот это хочу показать. Тоже вот освещение. А у вас делаем. покрасочного цеха нет, наверное, да? Есть. Вот. Вы кузова прям закрыли, красите? Там машины шкурят. А вот грязно, да, вот здесь сохнет. Вот здесь все покрашено, шлифовку делаем. Есть у нас. Райфер, вот обратите Нет, внимание, даже у нас кузов целиком вы можете красить, нет? полностью. Вот же, футур даже покрасили. Это же, конечно, через покраску. Как царапинами не выпустишь. Обратите внимание, да, это новый автобус, 51 маршрут, и госномер, который вы закупили. Это вот полностью на ТО заехал. То есть пробег у него уже подошел, и мы проводим полностью ТО. Это безопасность, да. Это вот полностью зона ТО. Прям Там шасси сняли, да, получается? Да, это новое, все полностью. Вот так спереди начинает и да. Безопасность. Все вот. Диагностику электрики делает, все полностью, автоматику проверяет, ходовку другие делают. Вот обратите, ВСЕ 702, это ваш автобус, который вы купили. Да. Спасибо. То есть это гарантийный случай. Если что-то выявляется, мы заводу предъявляем и бесплатно, то есть закупаем, а потом возмещается. Здесь вот один газовый стоит таким же макаром, он 102. Вот это УВР, это серия, Daimler стоит. Вот абсолютно. А это еще, который еще работает Daimler, да? Пока работает, да. То есть удачный оказался водитель? Да. А это дизельные. Вот 8-9 года автобус в таком виде мы содержим. Ради Фаридович, вот все вот. Золотые руки, вот Каримову спасибо. Все слесаря достойно сегодня от вас награды получили. Это золотые руки. Мастера своего дела работают в Баштрансе. Я вот так могу заверить. Там это все руками. По зарплате вы им немножко поднимали? Поднимаем. Нет? Поднимаете? Вот, поднимаем. Если с 2018 года смотреть, диаграмма, вон она такая. Есть вот немножко. Так, конечно, Ради Фаридович.
Вы команду давали бережливое производство. За правило взяли именно этот сервисный центр. Почему? Потому что от качества... Этот сервисный центр, он только на УПАП работает или в целом на Башавтотранс? Башавтотранс. В целом по республике. По республике, да? Далее, вот диаграммы вывесили. И у нас на Карла Маркса везде. Сейчас мы каждый день видим, куда мы идем, как правильно организовать рабочим. То есть Минэком у нас соглашение, я подписал, подписано. И у нас что получается, Карим? Получается, да, запустили, работаем уже. Вот. И потом, что еще очень важный факт. Ну, были слухи, да, там уходит запчасть, тут уходит. Мы централизовали. Центральный склад находится здесь, у Каримова. То есть Сибай, Стартамак, нигде у поставщика не может взять, только по заявке. Находится склад один для всей республики. То есть мы централизовали это контроль, это экономия, это не разбазаривание. Вот только вот он отпускает. Все расходники, все сюда поступает. Вот на газе и на дизельном топливе какая экономия там получается? Экономия прилично получается. Так, 20, сейчас скажу. Процентов 30. 30%. Да. Ну, здорово же. Да, здорово. Но пока межмуниципально не поставишь, раз, вы эту проблему знаете, отсутствие заправки и так далее. А по городу, да, самое то. Да, но мы сейчас заправки делаем, мы это много делаем, так что это... Хорошей дороги. Спасибо. Спасибо, Рахмат. Красавцы. Все красненькие. Ну, а те-то серебристые. Все красавцы. Альфредович, позвольте. Вот это слово «кладбище автобусов», конечно, страшное слово, но оно действительно очень сильно фанило в СМИ, в соцсетях. Как так получилось вообще, что купили, вложили средства, а автобусы не на ходу были? Ну, знаете, бывает такое, что купили автобусы, закупка была в 2014 году, и, в принципе, двигатели стояли, немецкие Даймлеры. И ну, вот не пошли эти двигатели, и из 250 автобусов тогда купили, по-моему, порядка 100 автобусов, они практически после 200 тысяч пробега, то есть где-то они даже на четверть ресурса не выйдя, они встали. И они стояли вот где-то от 2 до 3 лет. Поэтому и стояли они, значит, и люди говорили, что это кладбище автобусов. Мы думали, что с этим делать. Мы за это время, соответственно, опробировали другие двигатели. Вот Daimler, если брать, опять заменить двигатель Daimler, он стоит 2 600 000. Значит, наши вот мастера предложили взять Ючай, это китайский двигатель, он стоит почти в 2 раза дешевле, 1 200 000, 1 300 000. Но он надежный? Ну вот мы же перед тем, как большую закупку делать, мы сделали сейчас большую закупку, вот сегодня 30 автобусов, всего их уже 32, то есть будет бегать. Нам осталось еще вот порядка 50 двигателей. Они уже закуплены, мы ждем поставки из Китая. Мы проверяли до конца года мы все эти автобусы, которые стоят, они все побегут и будут работать. Это временное решение. Почему? Потому что все-таки автобусам тоже, они уже не молодые, как говорится, они закуплены в 2014-2015 годам. Вот. Но тем не менее, это автобусы, которые еще вполне качественно, комфортно могут оказать услугу по перевозке. Поэтому мы год опробировали этот двигатель. Это не просто мы там с бухты-барахты. После этого наши мастера, соответственно, эти двигатели поменяли. Вот сегодня они пойдут на... Вечером я попросил сделать мне доклад, вот как вот эти двигатели отработали. Но подчеркиваю, они уже опробированы, очень надежные, простые двигатели. Потом это же топливо на газе, что очень важно, это экологичность. Если говорить про транспортное обеспечение в Уфе и в крупных городах, у нас тут более-менее порядок, на самом деле фонящих тем все меньше и меньше, ну, там единицы направлений, то перевозки внутри муниципальных в районах пока остаются очень острым. Знаете, вот если бы у нас были ресурсы, год же сами понимаете, опять мы тратим ресурсы огромные на борьбу с коронавирусной инфекцией, все дальше и дальше. Вот, поэтому у меня план такой, вот в этом году, как я сказал, в этом году вот закончить, по крайней мере, базовое решение по Уфе. То есть убрать пазики с дорог раз, наладить нормальную, соответственно, маршрутизацию, сделать диспетчеризацию нормальную, выпустить приличные автобусы. У нас должны бегать только белые автобусы, соответственно. Башавтотранс? Нет, не только Башавтотранс, мы готовы работать с другими коммерческими и будем с ними. Некоторые уже приняли правила наши. Должен быть стиль. Должен быть стиль, едино подчеркиваю, не должно быть автобусов старых, но мы там установили довольно жесткие критерии, поэтому этот вопрос мы с Уфой закроем. В следующий год мы будем решать все связанное теперь действительно межмуниципальные. Ну и у нас же была какая идея, чтобы все населенные пункты для начала, где проживают от 500 человек, имели автобусное сообщение с районным центром. И с Уфой. И с Уфой. Ну, с Уфой через районный центр все имеют на данный момент. Этот вопрос решен.
Я имею в виду вот, населенный пункт от 500 человек до районного центра. Какая-то деревня в Буздякском районе, чтобы она могла до Буздяка доехать. Вот этот вопрос пока не решаем, потому что не хватает денег на эти автобусы. Поэтому мы ищем разные варианты. Мы просим глав и наш Башиктранс организовать выходные дни, чтобы там приехали на рынок купить что-то, или в понедельник приехать в больницу. Вот, ну, то есть в каждом отдельном случае решаем. Там пока этот вопрос не решен. Я думал его решать в этом году, но подчеркиваю, из-за того, что мы сейчас опять ресурсы и силы тратим на коронавирус, это вправо сдвинули где-то на 22 год. Ну, автобусы как, вот если вернуться к этой теме, Ну, красивые? это Но старые всё лошадки, красиво. да. Хочется, конечно, чтобы это были новые. Ну, они еще поработают, и водители довольны. Так что Башиктранс, как говорится, алга. Всё. Спасибо.